Ну что у нас сегодня? 18 декабря. Погода на улице минус 45. И вот мы идем с вами. Прогулочка утренний Якутск. Это у нас сейчас 8 часов 15 минут утра. Как видим, даже в такую погоду город у нас не замерзает. Машины, транспорт, все это ездят. Люди идут на работу. Единственное, что, конечно, сегодня, поскольку минус 45, объявлено, что дети с 1 по 5 класс не учатся. У них сегодня актированный день. Так что им радость. Сидят дома, смотрят мультики в интернете и так далее. Ну а мы с вами пройдемся, пока у меня вот камера не замерзла. Пока камера не замерзла по таким вот закоулкам города. Так. Ну вообще сегодня ветра сильного нету, поэтому это хорошо. Это очень хорошо. Это значит, что лицо не так сильно замерзает. Можно относительно комфортно, даже я бы сказал, в такую погоду, как температура минус 45, идти. Вот что значит ветер. Еще в Якутске вот какой плюс, тут влажности нету высокой. И поэтому тоже это плюс. То есть погода сухая. И вот вы можете посмотреть, как машины стоят у нас. Вот это, вон там тоже машина, видите, да? Вот их так закутывают, чтобы они не замерзали. Вот таким вот образом. Так мне приходится прикрывать себе лицо. Куртка моя вот задубела. Так, сейчас мы проходим с вами под теплотрассами. Вот такие теплотрассы у нас. Вечная мерзлота, и невозможно никак, соответственно, в землю это все спрятать. Если спрячешь, то, соответственно, трубы лопаются, там доставать это целое дело во время такого мороза, зимы. Вот такие вот теплотрассы. Трубы, которые замотаны теплонепроводящим материалом, утеплитель такой. Так, ну видите, туман, да, туман видите. Вот такие люди тут у нас живут. Немножко такие дебри здесь. Так, вот. Я вот думаю, когда камера-то вырубится, когда она замерзнет полностью, значит все, уже все. Так, вот видите, теплотрасса, вот через нее такой переходик сделан. Вот сейчас мы будем с вами переходить. А тут даже видно труба оголенная. Видите, в этом месте это непорядок, ее надо, по идее, закрывать. Вот еще, видите, да? Вот. Наташа, вот она. Вот такая вот Наташа. Закрывают у нас машины ими. С такое мягкое название. Вот. Видите, да? Даже номер машины пишут здесь. Ну вот люди имеют возможность поэтому без гаража на улице ездить, в общем-то. Вот она включенная стоит. Вот. Сзади труба, через которую выходят выхлопы. Вот еще, смотрите, видите, да? Ой, что-то у меня лицо уже конкретно примерзло. Хорошо, ветра нету. Так, все, надо идти. Тут недавно дом у нас построили.
Такой красивый. Вообще в Якутске много строится домов, несмотря на такой как бы климат, но все равно вечную мерзлоту город развивается, растет. Так, успею, не успею, не замерзнет камера. Сейчас я попытаюсь снять вам одну красоту. Здесь у нас рядом с этим домом поставили ее. Так, мы выходим на улицу Каландарашвили. Вот она, красота наша. О, смотрите, шарик какой прикольный. Видели такую елочную игрушку где-нибудь? И вот здесь вот 2020 год мыши. А так вот шарик прикольный, да? Светящийся, гигантский. Ну а мы с вами дальше пойдем. Вот улица у нас Каландарашвили известная. Сегодня что-то машин-то поменьше будет. Наверное, кто-то и не завелся, потому что холод. Может, машины замерзли. Если машина замерзнет, то ее, конечно, надо как-то будет оттаивать. Пройдемся. Ну вот, что сказать. Все равно человек приспосабливается к любым условиям, даже вот таким суровым. И живут люди без каких-либо особых проблем. Да? Как говорится, есть минусы, но есть плюсы. Вот общественный транспорт ходит, автобусы. Один прошел, второй прошел. А здесь у нас дом тайский массаж, вот здесь делают. Можете королевский себе сделать тайский массаж. И в Таиланд вам не надо ехать. За 3-9 земель. За 3-9 земель, вот вы видите, да? Вот такая вот вывеска. Royal Thai. Традиционный тайский массаж. Ну а на этом пока все. Потом вечером еще продолжим съемочку с вами. Ну что, вот и обещанный вечер в Якутске. Сейчас 6 часов у нас времени вечера. Тут я иду по такому пустырю. Тут пока еще ничего не построено. Планируют строить. Пока он такой вот. Тут рядом находится Якутский университет. Северо-Восточный федеральный университет. И вот мы идем, направляемся сейчас в сторону проспекта Ленина. Там поснимаем от площади Дружбы и пройдемся по проспекту. Ну а здесь вот такая обстановка. Напомню, температура была 45-46 градусов. Говорят, что... Вот видите, люди идут. Вот люди идут. Видите, да? Говорят, что даже Вжата, это пригород Якутска, находится он на расстоянии 24 километров, там температура опустилась до минус 48 градусов. Ну а здесь вот такой вот пейзаж. Так, ну вот мы находимся на площади Дружбы. Тут театр оперы и балета. У нас сегодня почему-то тут много очень машин. Опс, чуть не упал. Люди подходят. Как мы видим, машины не глушат, потому что
Если заглушить машину, соответственно, она замерзнет. Так, а на площади у нас никаких нету ледовых фигур, ничего нету. В прошлом году что-то было, что-то строили, а в этом году ничего нету. Так что мы идем дальше. Здесь видим только вот эти вот флажки, которые здесь. Так, и нам надо вот перейти. Так, или куда нам? Или на эту? Наверное, мы по этой стороне пойдем, вот через этот светофор. Мы сейчас перейдем. А вот это вот здание Академии наук Якутии. Люди идут вот так, одеваются. Я тоже одел на себя прилично. Так, быстрее, быстрее. Это нельзя стоять у нас. А то окочуришься и замерзнешь. И дойдут тебе только в виде сосульки от мороженого всего. Я тоже надел на себя 2 свитера сегодня. Так что у меня защита. А вот тут что идет у нас, да? Филармония. И концерты будут проходить. Вот хорошо то, что можно по пути зайти в какой-нибудь магазин или в дом и погреться здесь, постоять. Поэтому не все так печально. Можно заходить, греться. Вот Почта России, банк Почты России. Нужно туда зайти. Кстати, сегодня мне надо будет тоже на почту зайти. Очередная посылка с Алиэкспресс пришла. Может быть, я сниму. Ух ты, что такое? Золотник. Реклама такая. Ломбард. А, вон они. Видали? Сделали. Эконом ломбард. Смарт. Наверное, в этот смарт я и зайду сейчас сюда. А здесь у нас, как сказать, Бургер Хит. Не Бургер Кинг, а Бургер Хит. Ну, этих бургеров, по-моему, везде хватает. Бургер Хит. Подходим мы к очередному перекрестку, улица Октябрьская. Так, и светофор загорелся. Переходим. Это здание историческое у нас. Библиотека находится центральная здесь имени Пушкина Александра Сергеевича. И когда-то вот в этом здании находился абонентский отдел. Вот даже написано здание публичной библиотеки 25 марта. 21. Ну, он еще построен еще раньше. Так. Такие шикарные ворота здесь. Ну, все это восстановлено заново. Кофейня, пекарня. Вестфалика. Ну что, магазины, бренды известные. Так, я пришлось мне прикрыть себе. Так, ну что и требовалось. В общем-то, у меня, оказывается, камера замерзла удачно. И мне пришлось заходить в магазин, греться. Хорошо, хоть там было что посмотреть, какие-то цветы непонятные. Вот смотрите, людей сколько в Сбербанке стоит. Самый популярный банк в мире, наверное, или в России. Так, проходимся. Так, я немножко тут выключу, спрячу камеру, чтобы она не замерзла дальше. Идем. Движуха в конце рабочего дня интенсивная. Здесь остановочка. Вот это вот 109-й Джатай, кстати, автобус едет большой такой, муниципальный.
елочки. Так, ладно, все, выключаем. Площадь Ленина. Смотрим. Не трогать написано. Такие вот соорудили сооружение. Еще одно. Смотрим, можно даже зайти. Ух ты. Далее. Красотень. Ладно. Пойдем. У нас надо быстро по кругу сделали. Такой вот здесь повесили гирлянду светящуюся. И елка. А на конце пятиконечная звезда. Советская, да? Красная. Вот еще одна арка у нас, да? Коридор светящийся. О, смотрите. Шикарно, да? Сорок, наверное, все 47. Так, а это что у нас такое? Мы северяне. А, улусы. О, господи, тут ступеньки, оказывается, я чуть не грохнулся. Эти вот. А мы северяне. Хэштег и улусы. Все с монетками. С монетками. Так, а вот это вот еще вывеска. Туда подойдем. Дед Мороз со Снегуркой. Ага. Ну, вот они уже, по-моему, не первый год ставятся здесь. Верхушка. Так, 1 января тут в Новый год самый будет что-то надо. Если не такой холод, конечно, можно сходить. Так, и мы здесь видим 2020 цифру. Такой проход сделали. Вот видите, памятник Ленина. Памятник Ленина. Так, наверное, не надо держать, чтобы оно не замерзло. Если замерзнет, и все. Разворачиваемся. И вот такая вот у нас панорамка. 2020 год. Осталось сегодня у нас 18 число. Совсем ничего осталось. Ну а здесь мы видим вот такую ледовую композицию. Подойдем поближе. Конь и что это? Оленевод с бриллиантом, да? Алмазом. Такой вот красавчик. И тут такие вот подсветочка. Смотрите, у нас цвета меняются. Цвета меняются. Поэтому можно наблюдать всю красоту. Такая вот красота. Такие цвета, такие. Здорово, да? Ну, это здание театра, Русского драматического театра и имени Пушкина. Вот сам памятник Пушкину. Вот здесь, вот смотрите. Видали? Минус 46, 47, там непонятно сколько. И вот Александр Сергеевич Пушкин, смотрите, стоит. А ему ничего не почем. Вот так вот. Так, вот еще одна у нас здесь 2020. Мышь. И он с той стороны тоже еще одна. Ну, ладно, не пойдем туда. Пройдемся. Так, что идет? Виртуозы Якутии концерт. Тетки. Комедия фарс. Супруги Каренины и Высоцкий. Такие спектакли будут январские. На январь. Напротив мы увидим отель Азимут. Хороший отель. Недешевый Хесбургер. Легендарный финский бургер. Вот можно зайти туда и погреться, что-нибудь слопать. Так, у меня знаете, что произошло? Естественно, аккумулятор замерз. И хорошо у меня пауэрбанк был.
Я его достал, сейчас подцепил и вот иду и снимаю. Только насколько это удовольствия хватит, я тоже не знаю. Вот так вот. Температурка шепчет, да? Как говорится, вот елочку здесь поставили. Ну, машин, видите, сколько, да? Несмотря на мороз, все равно жизнь в городе идет. Ладно, все, пока. Так, ну, очередное у меня замерзание камеры произошло. Решилось заходить вот в этот вот большой магазин многоэтажный, Республика, и греться там. Заодно я посмотрел, что там продают. Ну, не стал снимать, потому что это надо делать кому-то рекламу, да? Тем более никто мой канал практически не смотрит. Здесь никакого, поэтому просто виды вам поснимаю города. Вот здесь у нас мэрия находится. Города Якутска. Лица такие красивые. Елочки. Так, а здесь мы видим что-то синим занавешено, да? Закрыто. Там скульптуру делают. Похоже. Опять зверей наших мамонтов, да? Тут, мне кажется, мамонт там будет. Не видно. Поэтому ладно, пойдем дальше. Люди идут с работы в конце рабочего дня. Такой поток машин. Так, все, мне надо стоять здесь на целую минуту ждать. Здесь, вот там через дорогу, через перекресток кинотеатр Центральный. Старейший кинотеатр постройки 40-х или 50-х годов. Вот здание тоже историческое Ростелекома, тоже примерно этого же времени. Раньше проспект Ленина назывался, если я не ошибусь, Большой, улица Большая, а потом его, естественно, как везде переименовали. Проспект Ленина. Площадь Ленина, соответственно. Вот люди стоят, ждут. Так. Машины едут, люди идут. Жизнь идет. А вот там вот напротив, в этом здании открыли много, как это, пицца, Нью-Йорк, Вилка, ложка, кузина. Короче, можно покушать в заведении. О. Так, сейчас мы вот сюда вот пройдем. Сейчас я вам тут покажу. Здесь вот тоже большие у нас магазины находятся. Эти рекламы. Вот там их три таких магазина больших, многоэтажных. Если есть денежки, можете приходить и их тратить. Покупать подарки на Новый год, Рождество. Вот у нас Якутск. Видите, да? Видно? Вот расстояние от Якутска до Древней Олимпии 7226 километров. Фэрбэнкс, США, 3829. Ага. Так, до Китая город вот. А, вот тут по-русски, да? Йеллоунайф 5700, Мураяма, Япония 2700, Фэрбэнкс, Норд Стар 3800 километров. Хайхэ 1319, Ханвон 2980 километров. Фу. Так, когда же замерзнет камера? Она, знаете, экшн камера маленькая, она вообще тепло никак не аккумулирует. Вот это фонтан. Летом он здесь работает. Такое божество природы. Так, здесь остановочка. Такие вот
украшения тут светящиеся по городу стоят. Вот здесь можно зайти, опять погреться. А вот рыба продается у нас. Горбуша. Ножки какие-то. Окунь 150, ряпушка 300, камбала 220, карась 200, карась 250, сельдь 160, чирш 750, форель 950, строганина 700, чир 400, нуксон 700. Вот эта щука такая 180, минтай 100, сельдь 200. А это ягоды, да, заморозка разная. Малина, клубника, ежевика. Вот такие вот магазины. Смотрите, магазин. И не надо никакого холодильника ему. А вот еще показал вам. И это такая остановка. Видите, там люди стоят и греются. Там есть табло с приездом автобусов. Можно посмотреть, им там тепло, все они стоят. А здесь остановка. В такую погоду, конечно, если у вас автобус не скоро приходит, то приходится заходить сюда и греться. Вот там, кстати, есть подзарядки для телефонов, если что у вас разрядилось, вы можете подзарядить. Ну, бриллианты Якутии, золотник ювелирный. Тут, как известно, республика добывает алмазы, золото и другие ценные ископаемые. Имеется гранильное производство в городе республики, поэтому можно подкупить, если сюда приехать, себе бриллиантиков. Ну, конечно, на большой камушек надо очень-очень много денежек, если вы хотите, чтобы этот камушек у вас кто-то заметил. Идем по проспекту Ленина. Так, вот мы доходим, тут с левой стороны у нас гостиница Хотел Лена. Хотел, от слова хотеть. Вот опять золотишко, ювелирный дом. Вот. Так, опять у меня камера замерзла. Пауэрбанки подключил, он у меня упал, развалился, рассыпался, и пришлось заходить, короче, в дом и говорят, там собирать его. Вот, все работает удачно, поэтому мы продолжаем наше путешествие дальше. Так, кнопочку надо нажать. Ничего не горит. Загорелось. Все, тут. Так, гостиница Лена. Всем известный. Один из старейших отелей в центре города. Так, нажали кнопочку и ждем, пока загорится для пешеходов зеленый свет. Это еще один магазин драгоценностей Якутии мы наблюдаем. И вот сейчас вот можно переходить. Ух ты, как он едет, а? Хорошо у меня регистратор, я могу, не регистратор, а камера, я могу засвидетельствовать. Только надо же говорить, что это магазин продуктовый. Мне, кстати, заказали с дома купить конфеток и рисок. Надо будет куда-то зайти и купить. Так. Ну, здесь мы уже были с вами не раз, но все равно сейчас пройдемся, посмотрим, какие изменения, что там. Площадь Никитина. Ну что, еще одна попытка. Короче, у меня и пауэрбанк замерз, и камера замерзла, и все. И пришлось мне заходить в магазин Якутск, торговый центр, и греться там. Короче, вот, не знаю, хотелось там вон поснимать эти фигуры, но смотрите предыдущее видео, там я уже 2 раза, по-моему, снимал. Мы пойдем погуляем по городским улицам, пока он пишет, как
закончится, значит все, он замерз. Все-таки не зря, да? Якутию отнесли к территории крайнего севера, потому что такие вот морозы, они, в общем-то, очень и очень, вот еще одна реклама, могут быть опасны. То есть замерзнуть можно быстро, поэтому тут людям живется не сладко, на улице не походишь, без теплых отопления никуда не денешься. Вот так вот. А это улица Дзержинского. Так, сколько уже? Часов 7, наверное, да? А мы снимаем. Напротив остановка. Здесь у нас с этой стороны школа. Вот так школа спортивная детская. Как камера промерзает, все, сразу она вырубается, аккумулятор садится на 0 и пишет, что разряжена батарея, но она не разряжена, она просто замерзла от мороза. Поэтому не знаю, я, наверное, вот здесь фрукты у нас продают, смотрите, всякие фруктики. Это что-то показывает. Спортивная школа номер 1. Опять здесь остановочка вот такая вот, где можно погреться, да? Ага. Это не магазин, это остановка тоже тут заодно. Можно поиграть во что-то. Так, что он сдох? Нет еще. Не сдох. Новый год, елки. Вот, заходите сюда, грейте, жди автобуса, и там вывеска есть, когда у вас только придет. Так, а мы, наверное, вперед пойдем. О, улица Дзержинского. Вот такая-то. Сейчас 7 часов у нас вечера. 7 часов вечера. Конец рабочего дня. Я успел зайти в магазин продуктовый и купить там ирисок. Золотой ключик. Я не знаю, как у вас, но у нас килограмм ключика стоит 420 рублей. Как и в таком современном одеянии. Вообще-то было бы хорошо шубу, конечно, но вот пуховики тоже греют. Пуховики там. Современный подход какой-то, который тепло хорошо держит. В принципе, вытягивает. И у меня тоже обувь вот такие вот. Не меховые онты, а я хожу такой, как обувь универсальная. В спортмастере я покупал ее. С дополнительными носками, в принципе, нормально по городу перемещаться. В отличие от онтов, которые требуют постоянного подшива, значит, потому что изнашивается, значит, подошва войлочная, вот эти вот более практичные. Они только могут потрескаться, лопнуть на морозе. Ну, вот, сейчас, наверное, он сдохнет, я так думаю. Ну, вот опять лавочку мы видим, на которой никто почему-то не хочет сидеть. 45-градусный мороз. Ну, так что, люди добрые, приезжайте в Якутск. Кто хочет острых ощущений, так вот походить по улице, чувствовать, как превращаешься в сосульку. Ну, у нас еще 3 месяца будет морозов, так что еще январь, декабрь, это январь, февраль, 3 месяца вот такие морозы будут. Ну, говорят, ой, у меня уже щека замерзает. Щека уже начала трещать, надо придержать ее, прикрыть. Так,
Много тут иностранцев с Европы приезжают к нам. Они там заелись уже, не знают, что это такое холод. Вот автобус едет, однерочка. А вот здесь вот дом построили. Смотрите, какой высокий. И тут гаражи тоже есть. 2 миллиона машиноместа. Машиноместо 2 миллиона стоит. В этом гараже, под этим домом можете себе взять машиноместо за 2 миллиона всего лишь. На эти деньги где-то можно купить студию и жить, допустим, в Петербурге, да? Там под Петербургом, не в салон, конечно, да, где-то там подальше, в деревне. Таким образом. Елочки, елочки, люди. Слушайте, долго камера-то? Я ее аккумулятор прогрел на этот раз, я его вытащил. Вот так вот люди заходят, выходят. Ага. А вот там даже видно расписание. Вторая сика замерзла мне. Вторая сика. Смотрите, расписание видно. Через сколько минут идет автобус. Вот мне приходится лицо закрывать. Сегодня так. Мы, наверное, сюда пойдем. Алмаз кредит сервис. Видали? Какой домина. Ого! Домина. Там, говорят, на верхних этажах пыли совсем нету. Поэтому квартиры там в каком-то смысле... Фу, бля. Сюда вообще... Капец. Я уже замерз. Так. Пошли. 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5. Фу, короче, я, наверное, себе штуку отморозил. Ага. Чувствую, как они уже потрескиваются. Короче, только перед девками. Надо куда-то зайти погреться. А куда? Вот свой дом. Наверное, я так и сделаю. Так, нам надо успеть куда перейти. 8, 7, 6. Ух, как интенсивно транспорт у нас тут ходит. Смотрите, какой дом, большой стресс. Здесь находится у нас автовокзал. Нужно уехать куда-нибудь из города. Смотрите, поток машин какой. Сегодня 46, поэтому активированный день. Дети не учатся. И смотрите, какой навес. Стройка идет, потому что... Так. А вот. И далее затор. Пробка. Минус 46 пробка. Или даже может холоднее. Сейчас вечер, потому что уже похолодало. А вот здесь продают пуховики. Так, сейчас у меня... А вот здесь, смотрите, шаурма. Кому шаурму? Делают шаурму. Вот девушка купила, смотрите. Фу. На якутского колорита зимнего, декабрьского, предновогоднего. Красота? Кто не скажет, что это красота? А вон там тоже напротив у нас теплая остановка вот тут. К сожалению, с этой стороны нету теплой остановки, только здесь она там. А мы ждем автобус с вами. Автобус. Не знаю, конечно, как долго я продержусь. Реклама сбережения.
смотрите. Можете положить свои денежки. А вот там на улице, видите, даже этот есть Саха Агропродукт. Это продают местные продукты. Так, это долго автобуса нет. И тут у нас вообще-то промежуток между автобусами минут 5-10. Сейчас пик. Скоро едет, что ли? Какая-то машина моргает, мигает. А, нет, это полицейские. Полиция. И... Да, это долго автобуса нету. Он какой-то вырулил или что это? А, нет, это легковушечка вырулила. Угу. Так. А нам либо 6-й, либо 8-й маршрут. А, еще здесь 20-й уходит. Или 25-й автобус, 25-й, по-моему. 20-й. Ну, смотрите, Волга. А, нет. А, это Краун. Это похоже, как сильно. Как она похожа. Да. Так, можно, в принципе, зайти вот сюда вот. И здесь погреться, постоять. Магазином походить. А, вроде бы вот наш автобус. Какой это? 41-й. О, это не мой. Это куда-то на Кирзавод едет, в Борисовку. А вот за ним едет у нас 6-й. Вот на нем мы и поедем. В 6-м автобусе. Заходит. Ну, в заднюю дверь, да, как это положено. Заходим. Тут народу сколько. Сейчас, наверное, запотеет у меня камера. Запотеет. А тут даже места есть свободные, да? Так. Ну, туда не будете проходить? Жена подойдет. А, понятно. С женой мужчина едет. Ну, в принципе, так, постоим. Не так много. Меня долго снимает. Вот смотрите, как окна замерзли. Окна как замерзли. Так, у нас проезд здесь, короче, 28 рублей. Так вот занято. Объектив запускал. Смотрим. Час пик. Автобусная остановка, автовокзал. Вот так мы едем. Ну ладно, посмотрели. Потом, может, еще включусь, если камера не замерзнет. Вот вид с окошка. Так вот все выглядит зимой у нас. Там экран, видите, какой большой. Наверное, через окно ничего не видно будет. Сейчас стоим мы на остановке, вернее на перекрестке. Подъезжаем к остановке. Смотрите, какой облака, клубы дыма идут. Такая движуха. Сейчас будем объезжать елку. Видно, нет ее там. Вон шестерка у нас посюда же идет точно. Здание Орпа. Там, видите, елочки уже такие светящиеся. Там сама елка. Так, ну что, выходим. Автобус повернет. Сколько народу.
Сейчас я покажу, как я оплачиваю проезд. Можно наличкой заплатить или вот карточкой. Можно также телефоном. Здесь большая остановка, много выходит народу. Сколько народу выходит? Проездной билет? Нет, сегодня уже второй день так. Так, ну вот так, по такой карте я оплатил. Вот мой автобус, на котором я приехал. И мы находимся возле торгового центра Делей. Так, немножко мне туда не надо. Здесь у нас Эльдорадо, Спортмастер и другие магазины Остин. Остановка здесь, стоянка перед торговым центром. Вообще, в городе довольно много всяких магазинов, торговых центров. Предпраздничные, видать, недели. Люди ездят, затариваются продуктами. Ой. Так, а мне надо вот сюда зайти. В этот. Там. Заодно я погреюсь. Далее сколько вывесок. А здесь такая прикольная, смотрите, домик такой новогодний. Что там даже светится. Сейчас мы заглянем туда. И там ничего понятно, лампочки. Вот так вот, ладно. Тут я уже не буду снимать, потому что, смотрите, камера нельзя снимать. Видали? Здесь у нас находится крытый рынок. Крытый. То есть продают все внутри. Дачная покупка, универсам. А мы пойдем больше-меньше. Нам надо купить яичек на Новый год. Надо же будет тортик делать, да, и так далее, салатики разные, поэтому мы должны запастись продуктами. Дорогу эту недавно сделали у нас. Какой-то провод висит. И провода у нас стараются все проводить, видите, да, поверху, как бы, потому что речь у нас золотая, и, соответственно, вот видно, да, закапывать, и потом зимой это все вот копать, ага, немножечко нецелесообразно, поэтому все поверху. Так, вот дискаунтер наш, обувной магазин, больше-меньше, и мы заходим. Смотрите, сколько массандровского вина продается, крымского. Видали, да? Целый ряд всяких. Лакрима Кристи, Бастардо, Мускатель Массандры, Херес, Кагор, портвейн белый, портвейн розовый. Сколько? Видали, да? И цены, все ясно. Мускат, красный. Смотрите, магазин Стокгольм. Швеция. Тут у нас находится, видите, да? Я еще ни разу туда не заходил, этот Стокгольм. Мебель, товары для дома. Вот это рядом живу. Так, нам надо успеть на светофор. Вот тут как раз зеленый свет. И пешеходов, и мы переходим. Машины нас вежливо пропускают. И вот еще одна машинка закрывает вот так, чтобы она могла зимой ездить. Цепленная такая стоит.
шуба для машины. Короче, затарился я продуктами. Купил мандаринов. По 130 рублей у нас они килограмм. Попробовал, брал, они кисленькие, но тоже можно есть. Дети очень с большим удовольствием кушают их. Еще магазины продуктовые. Добрый дракон. Какая-то реклама идет. Сколько сладок. А вот видите, да? Ребенка на санках. Так вот возят. Вас, наверное, тоже в детстве возили кого-то. Кто на севере жил, у кого снег был. Тут вот еще одна теплая остановка. Крытый рынок называется. Там можно внутри сидеть, он закрыто, что ли? Не понял я. И здесь вот у нас цветы. Смотрите, цветы продают. Цветы. Кому цветы зимой. А это сделано в Якутии. Продукты. Кстати, пойдем поснимаем немножко. Что ли, вот такие цены. Йогурты разные. Сыры. Варенье домашнее. Яйца 8,50 он. Это яйцо. Творог. 163 рубля полкило. Там, да, фабрикаты, мясо. Мясо 407, жеребятина. Вот такая. РЛ. Вот, смотрите. Укрытая машина. И можно ездить. Мороз под 50 градусов. Ну, может, ночью и 50 будет у нас. В пригородах там холоднее, в районе Жатая, там 48. 50 у них точно. Хотя в республике тоже в каких-то местах есть, где за 50 градусов уже температура была. За 50 градусов. А, вот, кстати, пойдем вам поснимать. Двор такой прикольный. Там он видно, не видно, елку поставили. Высокая такая елка. А здесь Якутская энерго у нас энергетики, такой памятник. Думаете, это паровоз? А ничего подобного. Это первая электростанция, локомобиль. Вот такой вот он. Локомобиль. Тут даже где-то есть вот такая вывеска. Что это такое? Читайте. В 1914 году. Звезда здесь у него, смотрите. Такой вот он. Доска подсчета работников Якутской энерго. Да, без электричества у нас тоска зимой будет. Замерзает все. Чёрты бабушки. Поэтому вот такие, как газ, электричество для Якутска, это жизненно необходимо. То есть, если не дай бог что-то произойдет, то город вымрет просто, все замерзнут. Вот смотрите, тут машина. Видали, да? Забыл свою машину. Вон еще ребенка тяжет. Вот так, видите, да, в шубке бегают они. Так, мы дойдем до этой елочки. Сдохнет у меня камера от мороза. Заряжена-то она хорошо, 100%. Я выходил. Ой, тут смотрите, велосипеды еще стоят. Боже мой. Ничего их не заносят. А потому что у них хороший двор. И далее вот в хорошем дворе ставят такую елку шикарную. Шикарную елку. Там даже подсветка какая-то. И далее, да? Ух ты. Супер-пупер. Елочка. Елочка вся с иголочки. Вот он. Куда надо Новый год приходить, приезжать, встречать. А то там где-то в тепле живете в своем
непонятно. А тут настоящие, смотрите, огни. Настоящий снег, люди, настоящий снег. Настоящий снег, настоящий мороз. Все настоящее. Так, у нас тут индрайвер ездит. Это чей-то велосипед. Так, значит, идти как-то. Я вообще с сумкой, с пакетами. Вот, кто-то машины свои позабывал тут. Заморозил. Теперь до весны они будут стоять или как, я не знаю. Как-то разогревать надо будет. Наполнив. Ну вот все, уходим отсюда. Все. На этом репортаж кончается зимний. Всем пока.